о высоких должностях, но при этом Анна Алгараевна воспитывала секции, особенно она увлекалась лыжами, а еще в доме всегда были теннисные ракетки, коньки, лыжи. Два сына и дочь, они увлекались спортом. Соседство подбирали себе аккомпанемент. Неудивительно, что младшая из них, Татьяна, выбрала музыку своей профессией. В 1960 году Татьяна поступила на отделение хорового дирижирования в Улан-Удэнской музыкальной школе Чайковского. Признание особенностей выбранной профессии и любовь к ней, имя своего педагога, Татьяна Андриановна всегда произносит с огромным уважением и благодарностью. Дальнейшие годы студенчества были связаны с Уральской государственной консерваторией имени Модеста Петровича Мусоргского. Кто учится, тот знает, что на самом деле это очень тяжело. Вместе со своим педагогом Татьяна площадку, радость творчества, желание дарить слушателям все новые впечатления, приятные воспоминания, создавать прекрасное настроение нового бурятского хормейстера на родину, отклонив ряд лестных предложений по ее трудоустройству в уральских городах. Сейчас мы немножечко прервемся. Татьяна Андриановна вернулась в выпускники колледжа хорового отделения. И сейчас хочется пригласить для, наверное, музыкального поздравления артиста, имя которого вам прекрасно известно. Но мало кто знает, что начинал он именно в классе Татьяны Андриановны. Он постигал азы хорового дирижирования, но в будущем он выбрал вокальное искусство. Итак, сегодня для вас на сцене лауреат международных и всероссийских конкурсов, солист Бурятского государственного академического театра оперы и балета, в прошлом ученик Татьяны Андриановны, Эдуард Жакбаев. Концертистка Анна Копылова, также выпускница колледжа, примерно в одни годы все учились. Но настало время объявить Толстого. Для вас прозвучит романс «Благословляю вас, леса». Исполняет Эдуард Жакбаев.
былого. Итак, мы возвращаемся к времени, когда Татьяна Андреевна вернулась в Улан-Удэ. Сразу она занялась преподавателем, работой в училище, специалистом занятий в классе по специальности. Она дирижировала женским хором училища, вела классное руководство. Одновременно последовало и приглашение в оперный театр в качестве хормейстера. При ее участии в театре были поставлены спектакли «Тихий дон» Дзержинского, «Паяцы» Лянковала, «Олега» Сергея Рахманинова, «Турандот» Пучини, «Царская невеста» Римского-Корсакова, «Травиата» Джузеппе. Я с большим удовольствием и с большим уважением приглашаю на эту сцену художественного руководителя оперы Бурятского государственного академического театра оперы и балета, народную артистку Российской Федерации Дариму Хасарановну Ленховой. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня, конечно, необыкновенный день. Сегодня юбилей Татьяны Андреевны. Боже мой, как быстро летит время. Я ее помню, такая молодая, красивая. Она и сейчас красивая. Ну, полгорода за ней вообще следила, как она ходит по улицам нашего прекрасного города, как она замечательно просто работала у нас в оперном театре. И, конечно, жалко, что она ушла. Она еще молодая, она еще очень задорная, глаза искрятся. Я думаю, что у нее долго еще будет продолжаться ее творческая деятельность. И пожелать самого прекрасного в этой жизни – это любви. Любви не только вот человеческой, любви вообще к творчеству. Потому что человека, конечно, окрыляет любовь именно к творчеству. И еще пожелать, чтобы у нее было в семье замечательно. Я знаю, что дочери у нее потрясающие красавицы. От такой мамы, конечно, только должны были родиться такие дети замечательные. И Геннадий Васильев, мы с ним дружили очень хорошо. И такой потрясающий муж был. И думаю, что все в жизни у нее удалось. И дай Бог, чтобы все продолжалось. Вам цветы. Конкурс вокалистов, в котором принимало участие 127 участников с многих, с 15 стран. В жюри сидели в основном иностранные представители, и это была, конечно, оглушительная победа. Наши певцы нашего оперного театра получили среди мужчин первая премия Патер де Мер. Занимается, он у нас работает. И среди
организации Дарина Михайлова. Мы продолжаем наш рассказ. Конец 60-х, начало 70-х годов. Это то время, когда в республику возвращалось второе поколение бурятских музыкантов республики. Татьяне все деятельности не заставили долго себя ждать. Успехов Татьяна Андриановна расскажет заслуженные действующие музыканты. Настоящего крепкого профессионала. Это обычно люди скромные. И с людьми, которым не надо много объяснять. Очень приятно с вами работать. Мне поручили вручить приветственный адрес. Главное, я на них настоял. Татьяна Андриановна, понимаете, в чем дело? Вы действительно... Вот мы ходим друг с другом рядом, работаем, разговариваем. И иногда не понимаем огромный вклад, который человек делает в эту жизнь. Татьяна Андриановна, вы действительно стояли у истока искусства. Огромное вам спасибо. Институт культуры поручил мне вручить вам этот адрес. Я поздравляю вас. Итак, мы в работе в классе дирижирования и ансамблевого пения в пропаганде хорового и вокального искусства Бурятии. В настоящее время Татьяна Андриановна успешно совмещает работу колледжа с занятиями в классе вокального, что это индивидуальные занятия с каждым учеником. О ее работе с вокалистами нам расскажет заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Бурятия, кавалер ордена почета и медали Аквана Доржиева Вячеслав Баяндаевич Елбаев. Настоящая встреча поколений. Я думаю, что тем ребятам, которые учатся сегодня в С прошлого века, если конкретно это работал Темир Галимович Донбаев. Тогда, конечно, не так много. Дирижерское хоровое отделение на порядка, которое закончилось как дирижер хоровой. И вот в 1969 году выпускница дирижерского факультета Уральского Татьяна Андриановна Васильева преподавателем Института культуры многие годы и работала, большую лепту она внесла в работе оперного театра как хормейстер. В части были поставлены место Олега, много. Татьяна Андриановна большую лепту внесла в работе к нам. Она приобрела, это было вообще впервые, и весьма удачный концерт. Полвека уже. Сегодня был итог своей работы. Наша Татьяна Андреевна выпустила более 100 армейских и успешно работает в учебных различных заведениях и творчество.
время. Сегодня я хочу выразить ваш адрес свое восхищение, поздравить вас с юбилеем, с праздником, дорогой товарищ, дорогая наша Татьяна Андреевна, с юбилеем вас. Спасибо большое Вячеславу Ильичу. И мы продолжим поздравления от отделения «Вокальное искусство» на этой сцене. Итак, встречайте ученик Вячеслава Ильича, студент колледжа Заяда Раднаев. Концертмейстер Нина Бояркова. Для вас прозвучит русская народная песня в обработке Балашова «Кабы Волга». Продолжаем рассказывать Татьяна Андреевна в классе вокального ансамбля искусства. Особое внимание педагога к подбору. На отчетном концерте прошлого учебного года со сцены оперного театра прозвучала песня Пурпо Миранова и вызвала восторг всего зрительного зала. Для автора, который присутствовал на концерте, этот номер оказался не просто приятной неожиданностью, а его исполнение даже тронуло композитора до слез. Пурпо Найданович долго благодарил Татьяну Андреевну за внимание к его творчеству и за столь проникновенное прочтение его сочинения. Этот ансамбль будет сейчас исполнен. Итак, Пурпо Дамиранов, слова Капустина, Баргузин. Исполняют Алдар Тампилов, Залто Балданов, Аюр Юсупов, Надмит Надмитов и Эртем Балданов. Давайте приветствуем ребят нас. Партия скрипки Инна Доржиева, партия виолончели Евгения Золотарева, концертмейстер Нина Бояркова.
исполнение. Теперь можно понять, почему Антон Иванович действительно не смог удержать слезы. Очень проникновенно. Ну, а мы продолжаем. Быть педагогом молодого музыканта, конечно, это очень нелегкая, непростая задача. Она включает в себя не только развитие природных способностей студента, но и требует от преподавателя пристального внимания и сил профессиональных, интеллектуальных, профессиональных и эмоциональных. Дело в том, что каждый педагог, он смотрит на своего учителя, и студенты стараются подражать, копировать. В чем-то здесь, конечно, и даже очень во многом помогают человеческие качества. И, конечно же, каждый студент, он благодарен Татьяне Андриановне. Очень приятно отметить, что и в их числе, в числе вот таких благодарных студентов, которые продолжают свою профессиональную Андриановны и своего педагога, сегодня она поздравляет с сольным номером. Итак, на сцене мистер Анна Копылова.
Концертмейстер Нина Пояркова. Музыка Дубравина, слова Суслова «Весна». Одна из важных задач в работе преподавателя исполнительского отделения заключается в продуманном подборе для студентов репертуара, изучаемого в классе. Нередко возникает желание обновления репертуара, использования неизвестных или малоизвестных сочинений. Конечно же, приходится учитывать и состав коллектива, который приходится стать и соавтором композитора, проявить творческую фантазию, делать переложения. В этой работе тоже проявился талант Татьяны Андриановны. Я приглашаю на сцену вокальный ансамбль 3-го курса отделения хоровое дирижирование. Работка Навауки Танака. Переложение для ансамбля Татьяны Васильевой. Наверное, нас пригласить номера. Итак, Любовь Слепнева и Елена Минеева. От своего имени скажу, что я бесконечно горжусь тем, что я в свое время училась в вашем классе, бесконечно вас люблю. И эталон человека. Спасибо вам за все. Сказать слова огромной благодарности, признательности. Я в этом классе и сейчас продолжаю учиться, будучи уже сама давным-давно педагогом. И хочу вам сказать огромное спасибо. Я вас очень люблю. Спасибо за поздравления. Сейчас мы выдержим эту паузу. И хотя мне говорили не произносить снова аплодисменты, но все-таки академический. Творческий вечер Татьяны Андриановны Васильевой, посвященный 50-летию ее педагогической творческой деятельности. Сейчас нас поздравили отметить, что из Екатеринбурга, от артистских хора Уральской филармонии Любови Модановой, педагогического колледжа Марии Бадиевой,
Бадиевой, от москвичей Вячеслава Зыкова, режиссера Большого театра Михаила, артиста государства Леонид Николаевич. Это еще свои постановки и концертные программы. Все началось с того, что в 13 лет один такой достаточно крепкий паренек сломал мне руку, я боролся с ним в армрестлинг, и после этого я попал в больницу, мне сделали операцию, я отошел от наркоза и понял, что я хочу заниматься музыкой безумно, так же, как мой брат Михаил, он уже учился у Татьяны Андриановны, был студентом, я решил пойти по его стопам, но при этом музыкальной грамотой практически не владел, в музыкальную школу не ходил, боялся почему-то, не знаю, чего боялся, какой-то ответственности, может быть, строгости, но очень любил импровизировать на фортепиано, играть, подбирать какие-то песни, музыкальные номера, произведения. И потом я пришел на прослушивание к Татьяне Андриановне, ей это сыграл. Она сказала, чтобы я посмотрел ноты все-таки турецкого марша, который я ей сыграл, потому что я не то, естественно, играл какие-то гармонии, но я сказал, что это мне не поможет. Вот. И в конечном итоге она взяла меня в свой класс и стала уже вести. И, безусловно, я ей невероятно благодарен за это доверие, которое она мне тогда оказала, и за то, что она для меня сделала. А именно, она дала мне возможность поверить в себя, она никогда на меня не давила и никогда не была излишне строгой, но при этом не была излишне лояльной. Она всегда вот очень дозированно, очень деликатно, очень аккуратно давала мне как раз ту информацию, которую я мог переварить, вот тот рост, который я мог совершить в данный момент. И она, безусловно, была для меня таким невероятным авторитетом в том плане, что никогда не занималась, не делала вид какого-то преподавания, она не занималась творчеством, как вот Черняков говорит в своем интервью, что когда ставили спектакль, я не занимаюсь творчеством, я забиваю сваи. Вот Татьяна Андриановна всегда была очень честной, очень цельной, она всегда именно работала, она вкладывала в меня лично. Я прекрасно помню это ощущение, когда вот Татьяна Андриановна сидит на занятиях наших по специальности, она вот в меня вкладывает, она дает мне свои знания, и при этом она никогда не была за какой-то маской, за какой-то преградой, стеной. Она всегда вызывала вот это вот доверие, она всегда вызывала ощущение такой созидательной энергии очень доброй, очень теплой, такой практически материнской. И поэтому за то время, когда я учился у Татьяны Андриановны, она как раз и дала мне вот эту вот какую-то мощную основу, вот эту вот поддержку, которая меня вела все эти долгие годы, пока я учился, и теперь, когда я работаю. И, конечно, меня всегда не покидала мысль, что я недостаточно благодарен, Татьяна Андриановна, вам, что я не могу это выразить в словах, тем более во время такой невероятной даты, 50 лет вашей творческой деятельности. Просто даже сложно представить, сколько студентов и сколько человек прошло через ваши руки. И, конечно же, я хочу пожелать вам сейчас, во-первых, поблагодарить сердечно за все то, что вы для меня сделали. Во-вторых, я хотел бы пожелать, чтобы еще как можно больше людей вы смогли воспитать, вложить в них частичку себя, как вы это всегда делаете, и чтобы вы знали, что мы, ваши студенты, ваши ученики, остаемся вам безумно благодарными и постараемся не заниматься творчеством, а нести очень высокую культуру, нести профессиональный уровень по всей России, по всему миру. Тоже, надеюсь, есть такие ученики, что ваш труд, он будет жить и будет преемственен. И мы всегда будем вспоминать о вас только самыми теплыми словами. Спасибо вам, Татьяна Андриановна, поздравляю вас от всей души с праздником. Дорогая Татьяна Андриановна, я с огромным удовольствием, от всего сердца, от всей души хочу поздравить вас с 50-летием вашей профессиональной деятельности и выразить вам огромную благодарность за то, что вы решили мою судьбу. Именно благодаря вам я сейчас здесь, в Москве, которая стала моим домом. Я желаю вам неиссякаемой энергии, всегда позитива, света, добра, а самое главное – крепкого здоровья и долгих и счастливых лет жизни. Я всегда вам буду благодарен. Я вас очень люблю, крепко обнимаю. Всех благ, ваш ученик Миша Зыков. Дорогая Татьяна Андриановна, пользуясь случаем и вспоминая наше чудесное
общение, наши встречи, нашу плодотворную работу творческую в городе Улан-Удэ и в вашем учебном заведении. Хотелось бы вас искренне и сердечно поздравить с юбилеем, 70-летием кафедры и пожелать вам самых-самых больших, успешных свершений на благо нашего искусства, нашего хорового дела. От училища, консерватории, от коллег наших, которые трудятся вместе со мной на ниве преподавания, я передаю вам сердечный привет, многие пожелания и желаю самого-самого-самого лучшего всего, что есть на свете. Счастливо вам, счастливо. Благодарим за поздравления. Ну а продолжит нашу программу друг, коллега Татьяны Андриановны, которая много лет проработала вместе в одном классе, аккомпанируя вокальным ансамблем. Итак, импровизация Валентина Абунеева исполняет автор, заслуженная артистка Республики Бурятия Валентина Абунеева. Заслуженная артистка Республики
соцсети друг коллега Валентина Петровна Абунеева. Говоря о творчестве, мы не можем не затронуть и еще одну очень важную сторону жизни. Ведь всегда крепкой опорой для Татьяны Андрианны была ее семья, ее муж и дети. Жизнь соединила творчески одаренных людей, понимающих друг друга с полуслова. Муж Татьяны Андрианны Геннадий Георгиевич, известный скульптор, академик Российской академии художеств, заслуженный художник России, чьи произведения находятся во многих музеях и частных коллекциях в нашей стране и за рубежом. Конечно же, каждый житель нашей республики вдохновенно любуется его оленями на берегу Серенги, его трогательной скульптурой «Мальчик с птичкой», вихревым движением скачки в изображении укрощения коня. С улыбкой мы смотрим на хитрого Будамшу. В семье, в любви и взаимопонимании выросли две дочери, появились внуки. И вот сегодня дочь Мария с детьми отправили из Финляндии свое видео поздравления. Давайте посмотрим и послушаем. Дорогая и любимая наша мама И баба. от всей души мы поздравляем тебя с 50-летием творческой деятельности. Очень много было сказано добрых слов и поздравлений от твоих коллег и учеников. Мы тебя тоже поздравляем с этой знаменательной датой. Желаем тебе здоровья, счастья и вдохновения. Оставайся такой же мудрой, понимающей и жизнерадостной. Мы тебя очень любим, Ценим крепко целуем тебя. и обнимаем. Спасибо за теплые слова. Очень приятно, что о творческом юбилее Татьяна Андрианна знает не только в Бурятии, в России, но и далеко за ее пределами. В нашем колледже еще одно отделение готовит руководителей хора. Это отделение сольного и хорового народного пения. Само название говорит о профессиональной близости этих коллективов. Сегодня педагоги и студенты отделения пришли поздравить своего коллегу. Ну а сейчас на сцене для вас солистка Бурятского государственного академического театра оперы и балета, лауреат республиканского конкурса вокалистов имени Дугаржа Падашиева, преподаватель колледжа Елена Мохасова. Концертмейстер, заслуженный артист Республики Бурятия Саян Манжигеев.
Говоря о разных гранях призваний Татьяны Андреевны, нужно отметить, что помимо дирижерской практики, она ведет занятия по теоретическим дисциплинам в группах исполнителей, преподает теорию музыки, сольфеджио, а в свое время еще и была концертмейстером в классах отделения «Национальные инструменты народов России». Позвольте пригласить на сцену председателя предметно-цикловой комиссии отделения Цибелму Ринчинну Балабанову. Уважаемая Татьяна Андреевна, от отделения бурятского здоровья, долгих лет жизни, душевной гармонии и оптимизма, как и в творчестве, так и знании, приносит вам радость и желание творить и творить. Я бы хотела сказать несколько слов о друге Валдаева, одного из родоначальников нашего отделения, родоначальник, основатель нашей профессиональной школы исполнителей. Большое, что вы были в то время рядом с нами. И мы хотим сегодня сказать вам большое-большое спасибо. И примите, пожалуйста, Мне очень приятно рассказать о том номере, который вы сейчас услышите. Вы услышите произведение Пурпо Дамиранова, которое изначально он написал для оркестра и лимбы. Сегодня премьера, потому что именно в таком составе это произведение прозвучит впервые. Пурпо Дамиранов сделал его переложение. Итак, Пурпо Дамиранов Уянгал. Партия Маринхура Алдар Петрунин и Зандан Шейдаков, партия Ихура Эрдем Дембрылов, соло на лимбе Виктория Ринчинова, концертмейстер Анна Копылова.
Большое спасибо за номер. Напоминаю, это была премьера именно вот в таком составе. Дирижер хора. Это, конечно, особенная профессия. Хоровое дирижирование – это родной коллектив Татьяны Андриановны с аттестацией, отделением. Конечно, она очень уважаема среди коллег, уважаема всем коллективом колледжа. Она ветеран отделения. И сейчас позвольте пригласить на сцену председателя предметно-цикловой комиссии «Хоровое дирижирование», кандидата искусствоведения, заслуженного работника культуры Российской Федерации, заслуженного деятеля искусств республики. Присутствуют в зале, за кулисами. Пожалуйста, присоединяйтесь. Мы будем очень рады вас видеть на сцене, ведь это... Уважаемая Татьяна Андриановна, вся жизнь ваша связана с нашим дирижерско-хоровым отделением. Именно с этим видом искусства связала вас жизнь. И ничего в жизни не бывает случайного. Значит, это вам дано сверху, дано от Бога. То, что вы стали хормейстером, то, что вы стали человеком, который любит хоровое искусство, который пропагандирует, который воспитывает продолжателей нашего сложного, но необыкновенно красивого искусства хорового. И ваша школа, которую вы прошли в стенах нашего этого учебного заведения, у замечательного педагога Клавдии Петровны Мадасовой, затем продолжили своего обучения в Уральской консерватории, и вот уже 50 лет вы преподаете на нашем отделении. Все это большие вехи не только в жизни отделения, сколько было преподавателей, которые приходили, уезжали. Очень много было у нас преподавателей, которые были хормейстерами театра оперы и балета и всегда преподавали в нашем колледже. И поэтому вот эта история, это достаточно бурная. Жизнь на дирижерско-хоровом отделении у нас всегда бурная, эмоциональная, потому что сама профессия, она достаточно сложная, потому что это большие коллективы, это человеческие характеры, судьбы, души и так далее. И поэтому это всегда требует очень большого напряжения сил, особенно с нашими детьми, которые часто приходят, бывает, и не совсем понимают, что такое хоровое пение, насколько труден этот путь. И поэтому профессия достаточно сложная, но ваши успехи в вашей педагогической деятельности, они просто заслуживают всяческих похвал, потому что из вашего класса вышло очень много действительно ребят, которые представляют стены нашего колледжа и вообще хоровое наше искусство на всех уровнях. И они являются и преподавателями, они являются хормейстерами, певцами. И все это очень хороший знак качества. И все это благодаря вашему труду, вашему вниманию, вашему упорному такому как-то прослеживанию каждой судьбы, каждой жизни. Поэтому мы очень рады, что на нашем отделении в течение всей нашей жизни, моей в том числе, потому что я поступила, Андриановна, у нас тоже ведущая. Поэтому наше отделение очень уважает вас, очень ценит ваши все замечания, все ваши какие-то пожелания. Поэтому мы от души вас поздравляем с такой замечательной датой, 50 лет педагогического труда. Именно на дирижерско-хоровом отделении это очень такая весомая дата. Мы вас очень ценим и желаем вам всяческого процветания, добра в семье, любви, близких, учеников. Будьте всегда радостны, веселы, счастливы. Всего вам самого доброго.
Спасибо за поздравление родному отделению. Уважаемые зрители, наши дорогие слушатели, на сцене лауреат международных и всероссийских конкурсов, смешанный хор колледжа искусств имени Петра Ильича Чайковского, Федерации, заслуженный деятель искусств. Тихая река. Дождь.
лауреат международных и всероссийских конкурсов, смешанный хор колледжа искусств имени Петра Ильича Чайковского, художественный руководитель и дирижер Ольга Полякова, концертмейстер Олеся. Дорогие наши слушатели, дорогие наши зрители, завершается творческий вечер, посвященный 50-летию творческой деятельности Татьяны Андриановны Васильевой, заслуженного работника культуры Республики Бурятия. Мы очень горды, очень рады, что мы знаем вас уже столько лет. Как здорово, что вы продолжаетесь как педагог, как учитель, как дирижер в своих учениках, в своих выпускниках. Уверена, что эта добрая традиция вас как педагога, она будет продолжаться долгие-долгие годы. Не уходите из творчества. Вы так нужны нам. Коля, это только середина, а значит, творчество продолжается. Мы говорим вам всего вам доброго, самого светлого и, конечно же, до новых встреч. Родные стены колледжа искусств, они всегда рады тем, кто им предан и кто им верит. Гости творческого вечера. Их концерт был посвященный мане землячкада Татьяны Андриановне.